Я не знаю, как вам, Игорь Соловей, Роман Цымбалюк, мои гости, но какой-то испанский стыд, да, это называется так, когда стыдно не за себя, нам за нашу работу не стыдно за эти годы, но стыдно за то, как с нами обходятся государственные чиновники. Ну, теперь вам слово. Ром, что думаешь? Слушай, ну мне кажется, эта ситуация, это касается не только телеканала ТР. Это, в принципе, основа как бы информационной безопасности нашей прекрасной страны. И я всегда вспоминаю одно из немногих обещаний, данные Владимиром Александровичем Зеленским. Во время избирательной кампании обещаний было немного, но одно было. Он обещал информационную войну. Использовал слово «война». Усиление этой войны даже, по-моему. Ну, именно информационную войну, я точно запомнил это выражение. Я не знаю, готов он ли вести войну, не готов, но исходя из должности, которую он занимает, он обязан заниматься информационной безопасностью. Это прямая его обязанность. И этот вопрос очень комплексный. И в конечном итоге все сводится к инструментам донесения украинской точки зрения в мире на любые события. То есть надо смотреть на мир с точки зрения интересов украинского государства с высоты Киевских холмов, Киевских пагорбів. То, что сейчас происходит, это касается блокирования сигнала украинских телеканалов. Это касается закрытия телеканала УА-ТВ, который вещал на заграничную аудиторию, в том числе на английском языке. И это касается ТР. Я не знаю, это все что угодно, но это не информационная безопасность. И в связи с этим возникает вопрос, а не играли это в поддавки? И я убежден, что есть вещи, на которых экономить в принципе нельзя. Я не принимаю позицию, что нет денег на что. Знаешь, о чем идет речь? Да, это 2 миллиона евро. Это для бюджета страны, это кусок асфальта в протяженности, я не знаю сколько, 100 метров. И еще раз, есть вещи, на которых мы... то есть постановка вопроса в таком ключе, и особенно когда мы столкнулись с такой мощной силой, но если кто-то думает, что россияне за это скажут спасибо, это большая ошибка. Потому что если это какие-то там договоренности по поводу Крыма, мол, вы убираете АТР, это называется один из шагов признания аннексии. Владимир Александрович Зеленский нам этого не обещал и об этом не говорил. То есть я считаю, что эта ситуация, она очень похожа на то, что проходило, с коронавирусом, когда в результате был вынужден реагировать непосредственно глава государства. И сейчас, рано или поздно, мы должны об этом услышать. Потому что Владимир Александрович очень часто говорит в публичных высказываниях о том, что мы должны закінчити війну и повернути наши земли. И в том числе Крым. Это его же собственные слова, которые он говорит. В том числе в Крым, и это очень, скажем так, бесит российскую аудиторию, политическую в частности. Но кроме слов мы должны видеть действия. И это как раз ситуация, они должны, люди, которые принимают решения, сказать, что мы решили АТР закрыть. Тогда таки скажите нам, и это тоже, кстати, позиция политическая, но мы должны ее понимать. И просто складывается впечатление, что можно быть сторонниками разных политических партий внутри страны, но внешний контур должны держать вместе. И это вопрос не какого-то сегмента политического спектра украинского, а всего украинского государства. Я не хочу, чтобы мы играли в поддавки, потому что нет никаких для этого причин. Есть все ресурсы, и я требую выполнения обязательств со стороны украинского государства и президента нашего, в успехе которого мы все заинтересованы.